1 сентября состоялось историческое событие для всего Дальнего Востока России. На торжественной церемонии в Якутске Владимир Путин дал старт самому масштабному газовому проекту за последние десятилетия «Сила Сибири». В этот момент состоялся телемост между городом Якутском и Чаендинским газовым месторождением в Ленском районе, где о начале эксплуатации месторождения главе государства отчитались специалисты компании «Газпром. Добыча. Ноябрьск». В это время на буровой платформе Чаенды находилась съемочная группа наших коллег. Репортаж Романа Муконина. Компания «Газпром. Добыча. Ноябрьск» готовится к началу строительных работ на Чаендинском месторождении. В западной части Ленского района, где и располагается крупнейшая кладовая Восточной Сибири, в промышленном масштабе содержится нефть, газ и стратегический ресурс гелий. В «Газпроме» существует разделение труда между его дочерними фирмами, и на добыче газа специализируются именно сотрудники из города Ноябрьск. Именно им на правах заказчика и эксплуатирующей организации доверили реализацию столь масштабного проекта. Поэтому специалисты уже готовятся пройти дорогами первопроходцев. История Чаендинского месторождения начинается здесь, с этой небольшой буровой платформы. По словам газовиков из Ноябрьска, данное месторождение для них просто подарок, ведь его объемы и запасы превышают все месторождения Западной Сибири, открытые за последние 30 лет. О грандиозности проекта говорят два ключевых критерия. Число людей, которых предполагается задействовать при обустройстве Чаендинского месторождения, и количество техники, перебазирование которой из Западной Сибири начнется уже в конце этого года. Освоение Чаендинского месторождения, безусловно, такой прорывной проект и для «Газпрома», и в целом для Республики Саха. Что же касается количество людей, которые будут привлечены, то хочу сказать, что по расчетам института, проектировщика, в качестве эксплуатационного персонала здесь будет работать порядка 700 человек. Мы все-таки предполагаем, что это будет вахтовый метод работы в том числе, учитывая отдаленность самого Чаендинского месторождения от крупных городов, в том числе Ленска. И, безусловно, для его нормального обустройства, разработки месторождения будут привлечены тысячи работников строительных специальностей. На сегодняшний день сложно предсказать, сколько их будет всего, но хочу заверить вас, что это будет действительно тысячи сотрудников, потому что только техники, специальной техники здесь будет более 2000 единиц. Это бензовозы, краны, бульдозера, экскаваторы. Это действительно колоссальное месторождение. Колоссальное и по своим запасам, и по трудовым ресурсам, которые будут привлечены для его разработки. А сравнивать с освоением Западной Сибири вполне резонно, потому что это, еще раз повторюсь, прорывной проект. И мне очень приятно, что газовики Ноябрьска стояли у истоков развития газовых центров Западной Сибири. И сегодня нам доверена большая честь и поручена колоссальная задача освоения недр якутского месторождения. Для того, чтобы вывести главу компании «Газпром. Добыча. Ноябрьск» на прямой эфир со всей страной, на буровую прибыло 15 человек с телеканала «Россия». Несколько дней ушло на установку оборудования и настройку видеосвязи с Москвой и Якутском. На то, чтобы обеспечить всего двухминутное общение с главой государства и нашими китайскими партнерами, специалистам телевидения пришлось изрядно потрудиться. В итоге вся страна увидела начало проекта «Сила Сибири». Промышленной разработки Чаендинского месторождения «Газпром» приступит в конце 2018 года. С Чаендинского месторождения в магистральный газопровод «Сила Сибири» ежегодно будет поступать 25 миллиардов кубических метров природного газа. Прямой эфир прошел успешно, а это значит, можно снять напряжение последних нескольких дней. Микрофон, я хочу выложить. Заберите эту штуку. Постоянно курсирующие вертолеты забирают груз и оборудование сотрудников телеканала «Россия». А газовики меняют парадную форму на рабочие спецовки. Ведь для них основная работа только начинается.